Всем привет, Тимур Теленов, USA TV KG. И снова мы сегодня встречаемся на нашем подкасте. У нас сегодня наинтереснейший гость, который не только разбирается в трекинге и в бизнесе по США, но более того, он буквально недавно приехал из Кыргызстана в США для того, чтобы, во-первых, встретиться со многими бизнесами здесь, и плюс он посетил наикрутейшую выставку и семинар, который проходил в Юте, о котором он чуть больше расскажет. Давайте все поприветствуем нашего дорогого гостя. Бабур? Так, во-первых, большое спасибо, что позвали. Очень приятно оказаться в Штатах. Это мой первый подкаст в Штатах. Наверное, на этот раз последний пока что. На следующей неделе уже улетаю. Пока что все. Уже на следующей неделе? Да, на следующей неделе уже улетаю. А когда приехал? Уже вторая неделя. Прилетели мы сразу же на Silicon Slopes. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить, наверное, наше посольство здесь, в США и Канаде, и парк высоких технологий, которые сопутствовали. Вот, приехал первый раз в Штатах, кстати, хоть я уже почти 5 лет работаю в этом бизнесе, первый раз в Штатах. Очень много эмоций, все по-другому, все новое. Супер, классно. Ну, как раз, наверное, для зрителей мы обозначим две темы, которые мы затронем сегодня в подкасте. Это первое будет, наверное, все-таки мне лично очень интересно, как и многим зрителям, услышать про тот семинар, на который вы приехали, потому что, увидев людей и выступающих на этом семинаре, я просто был в шоке. Это были мега-звезды, это было крутое мероприятие, и хотелось бы чуть больше услышать. Ну и, конечно же, все уже привыкли то, что все, что касается трекинга, я на этих подкастах и зову гостей. Немногие знают то, что у нас в Кыргызстане есть Кыргызско-американская ассоциация по развитию услуг логистики. Как раз Бабур является председателем этой ассоциации. Мы, iTeam Group, также являемся членами этой ассоциации, плюс дополнительные компании, о которых мы сегодня обязательно поговорим. И сегодня хотелось бы немножко больше рассказать о деятельности этой ассоциации, о целях и дальнейших шагах. Наверное, будет очень-очень интересно услышать от человека, который так долго работал в американской сфере, с американскими компаниями, и вот вы только приехали в США, ваши первые, наверное, впечатления, какие-то первые плюсы и минусы, ну и немножко, наверное, про сам семинар, кого вы встретили и какие уроки, наверное, извлекли из этого семинара. Семинар прошел очень интересно. Я в бытность часто, когда путешествую, стараюсь в разные места заходить, но в США то, что семинар был, он же целенаправленно, мы сюда и приехали ради этого семинара первоначально. Семинар был большой, проходил он 2 дня, и семинар он был очень необычный, потому что Юта, как вы знаете, наверное, Юта сейчас очень сильно старается привлекать инвестиции. Очень много тех-компаний. Многие компании с Калифорнии туда переезжают. Как я понял, из-за налогов, скорее всего. Да. Кроме семинара мы еще далее были в University of Valley, Utah Valley. Потом мы были в World Trade Center. Семинар сам, хорошая часть семинара, интересная часть семинара была в том, что семинар сам грубо начинался с обеда и продолжал сессии, там 3-4 сессии до 5 часов, но начиная с завтрака до обеда это был полный нетворкинг. Получается, мы как гости и многие представители бизнеса Юты сидели в бейсменте, завтракали, общались, очень много контактов навели. В нашей группе было примерно человек 15, из них 2-3 нас представителей логистики и 12 человек представителей тех-компаний, IT-компаний. Круто. И в отличие от других семинаров, наши ребята айтишники часто же летают. Это было, оно было совершенно другое. Там Тони Роббинс был. Это у таких мотиваторов, наверное, я впервые. Это было необычно, это было так энергично, очень много слов. Но для меня лично было в новинку, что есть такого рода мероприятия, где ты можешь напрямую сидеть за одним столом с CEO там, одной из больших, может быть, даже огромных единорогов, и так просто общаться. Вообще в Штатах это классно. В Штатах классно, что такой сильной сегрегации нет. Если вы на каком-то общем митинге, мероприятии, вы можете просто легко пообщаться.
Круто. То есть там был Тони Роббинс. Ребята, все вы знаете людей, которые платят просто баснословные деньги для того, чтобы попасть и послушать Тони Роббинсона. У вас была возможность приехать. Еще раз спасибо ПВТ, спасибо нашему посольству, что помогли в организации. И получается, сколько человек там было? Около... Какого размера был семинар? Потому что я даже в количестве людей не знаю. Ну, арена, центральная ютовская арена, она была, Дельта-арена, была на 80% забитой. То есть мы говорим тысячи и тысячи человек. Ну, это да, это, наверное, 10 может быть, человек. Вау. 10 тысяч человек. 10 тысяч человек, да. Это атмосфера, это аура, все, куда ни глянь, все стартапы, все основатели единорогов, все основатели крутых компаний. Вот в этом, кстати, очень правильно заметили, в том, что, наверное, в этом и прелесть предпринимательства США, потому что можно очень легко взять опыт от какого-то гораздо более успешного бизнесмена или предпринимателя. Здесь никто не кичится, хотя есть, конечно, такие тоже, но здесь никто не кичится своими знаниями и деньгами и спокойно могут дать свою визитную карту или рабочий имейл, где можно, в принципе, наладить контакты, и эти контакты приведут к чему-то гораздо большему. Это, конечно, круто. От нас вы сказали то, что было около 15 человек, 3 из сферы логистики, да, трекинг, и остальные люди были из сферы IT. Ни для кого не секрет, особенно для наших зрителей, то, что в последние годы наши соотечественники очень сильно прорываются в сфере IT, и вот вы, как человек там, побывший там с нашими передовыми ребятами, какое у них видение про IT, какое у них видение IT в Кыргызстане, что они хотят сделать дальше для Кыргызстана или для айтишников из Кыргызстана? И вообще, какие у них планы, если вы слышали? Ну, в этом моменте, наверное, у нас есть какие-то параллели общие. Они также хотят развивать аутсорсинг очень сильно в Кыргызстане. Но хорошая часть наших IT-компаний в том, что они уже, как бы сказать, не просто конкурентоспособны, и зачастую сейчас же модно говорить cost efficiency, они могут уже напрямую конкурировать с рынком Индии. Само собой, не по масштабам, но по качеству. Ребята хотят так же, как и мы, наверное, из Кыргызстана превратить в такую страну, где можно будет, где любая американская компания может любые задачи ставить, и ребята из Кыргызстана могут их выполнять. Круто. То есть это тот, по-моему, у Абакирова был слоган «Живи в Кыргызстане и работай со всем миром», да? Да. Отлично, да. Супер. Классный слоган, и надеюсь, что маленькими усилиями наших соотечественников, маленькими усилиями наших предпринимателей, в том числе и нашей ассоциации, про которую мы чуть попозже поговорим, мы сможем открыть двери для большого количества нашей молодежи, да и не только молодежи, для ребят в Кыргызстане, которые смогут, никуда не уезжая, работать из дома и обеспечивать свою семью и какой-то вклад в общество делать. Круто. А сколько, вот вы говорите, что это длилось 2 дня, но дайте, пожалуйста, какие-нибудь советы или какие-нибудь такие инсайты, которые вы получили там в течение этих 2 дней. Ой, инсайтов очень много. Но я бы хотел бы, наверное, рассказать для меня, так как я впервые в Штатах, мне было очень интересно побывать в университете, потому что, мне кажется, система образования очень сильно важна для того, чтобы в Кыргызстане какие-то изменения были в лучшую сторону. Когда мы были в университете Ютавалы, обучается там 42 тысячи человек. И, как ни странно, среди профессоров есть люди из Кыргызстана. Там люди из Кыргызстана, да. Круто. И когда мы проходили экскурсию, мне рассказали, что из Юта был единорог, один из первых больших компаний. И он очень сильно нуждался, когда уже бум был, он очень сильно нуждался в специальных инженерах, узкоспециализированных. В университете таких не было. Ему пришлось, по-моему, то ли 500, то ли 1000 человек ему нанять с Вашингтона, со штата, или с Орегона, с севера. И этот человек, я просто имен не помню, но этот человек инвестировал $25 миллионов в университет, чтобы университет в течение ближайших 6-7 лет, потому что он год-два, само собой, стройка кампуса, через 6-7 лет университет уже генерировал, по-моему, по 1500 или 2000 инженеров, которые сразу же там же трудоустраивались. Вот это мне очень сильно понравилось, потому что введение в бизнесе в Кыргызстане, оно чуть-чуть другое. Наши ребята, наши соотечественники, бизнесмены в Кыргызстане, не молодцы, само собой.
Но такого упора на образование у нас нет, потому что все, что в образовании делается, в основном в государственном порядке. Если в частном порядке, то это просто кто-то открывает университет ради денег. Нету таких филантропов, меценатов, которые могут взять и инвестировать $25 миллионов. Вау. Это, конечно, круто. И вообще, я полностью согласен с мыслью о том, что университеты и система обучения здесь совершенно другая. Как раз наши зрители могут посмотреть у нас в плейлисте. Есть около 10 или 15 видео, которые мы выложили из топовых университетов США, где мы общались с нашими соотечественниками, плюс профессорами, которые преподают в этих универах, и рассказывали про то, как работает система образования. Так что всем, кому интересно, пожалуйста, проходите на плейлист и можете ознакомиться. И вот вы в Чикаго, в центре траковой индустрии, в которой мы все, в принципе, и варимся. Какие вообще впечатления о Чикаго? Ой, еще одно классное впечатление было. Сам путь наш с Юты в Чикаго. Вы на машине поехали? Мы на машине поехали, да. Мы очень сильно хотели поехать на машине по американским дорогам, потому что в работе это всегда дорога, ребята работают, и хотелось на себе, конечно, не трак это водить, но машина. Взяли американскую машину, взяли мы Dodge Challenger, и с другом за двое суток приехали по 80-ке. Wow. Юта очень классная, трасса очень классная. Ездят здесь вообще же, вот прям после того, как ты в Кыргызстане ездишь всю жизнь. Я бывал в многих странах, которые, в основном они азиатские страны, там тоже всегда белиберда какая-то с трассой, а здесь это идеально. Здесь люди прям люди умудряются здесь ездить так быстро, и в тот же момент без каких-то происшествий, без каких-то таких тормозов на дороге. Очень-очень удобно. Приехал в Чикаго. Во-первых, первое, что удивило, погода. Здесь, когда я приехал, было очень жарко. Сейчас очень холодно. Это резко. Да, за сутки так погода в Кыргызстане не меняется. Чикаго. Много кыргызов встретили? Чикаго, да. Я-то и приехал, чтобы встречаться с кыргызами. Со всеми логистическими компаниями встретился. Встретился с местными ребятами, которые недавно приехали, вот, на улице встретились. Заметил, что кыргызы не сильно друг с другом общаются. Во-первых, для меня-то в новинку, я любого вижу, Asian looking человека, я подхожу, кыргыз, да, и начинаю спрашивать, общаться. Заметил, что люди чуть-чуть делятся здесь, на новых и на старых. Там заметил, что... это, наверное, больше не по теме будет. Заметил, что очень много людей новеньких, которые разочарованы, наверное. Ожидали чуть-чуть другое. Но для меня лично Чикаго красивый, большой индустриальный город. Здесь очень много денег, и прям видно. И общаясь с бизнесом, ты понимаешь, что налоговая система здесь просто волшебная. Вот, можно хорошо работать. Очень-очень-очень много, наверное. И самое странное было, когда я встречался со знакомыми. Мы сходили, здесь есть баня, оказывается. Я вообще удивился. Их несколько, да. Да, в баню. Сидел с ребятами в бане, и в моменте осознаю, что я, оказывается, на другой стороне земли. Опять же в бане, опять же со своими ребятами. Мир, оказывается, гораздо меньше, чем мы думали. И становится все меньше и меньше с новыми технологиями. По поводу наших кыргызов здесь, что, опять же, мы очень-очень тесно и обширно освещаем жизнь нашей диаспоры в США, и ни для кого не секрет то, что в Чикаго где-то по официальным данным, полуофициальным данным, где-то человек, 1040 здесь есть наших. Скорее всего, эта цифра гораздо выше. И я полностью согласен с тем, что если раньше, вот мы когда виделись с кем-то, мы здоровались, подходили, как дела и так далее, то сейчас, в силу того, что нас слишком много стало, конечно же, лишний раз даже уже и не определяешься. Это, конечно, в корне неправильно, и именно для этого у нас здесь есть просто гигантский крыз-комьюнити-центр, наше здание, где мы проводим, все, кто смотрит канал, вы прекрасно знаете, насколько часто мы проводим разного рода мероприятия по праздникам, по тематике и так далее. И именно этим самым мы хотим всех объединить и дать им советы. Вообще, кто помнит наши другие подкасты, другие интервью, в принципе, смысл этого нашего канала USA TV KG как раз и одна из целей этого канала для того, чтобы объединить наших ребят здесь и плюс показать обе стороны США. Вот вы заметили то, что многие приехали и немножко разочаровались, потому что у них были завышенные ожидания от многих инфо-цыган, так скажем, назовем их, которые рассказывали то, что здесь очень
легко, приезжаешь и просто тебе деньги валятся с деревьев. К сожалению, это не так. Может быть, когда-то так было, мы такого не помним, но надо говорить правду, и не всем будет здесь легко, не всем есть сейчас легко, и нужно работать, и именно поэтому, я думаю, у нас с вами были общие цели при создании вашей ассоциации, инициатором которой вы выступили, и как раз хотелось бы услышать, для чего эта ассоциация была сделана, какие у нее цели, какие у нее планы? Ассоциация, основная цель ассоциации, самая главная цель, мы всегда думаем с членами, с вами и с другими ребятами. И я пришел к тому мнению, что, будучи уже здесь, что основная цель, оказывается, это просто уменьшить отток ребят, создание рабочих мест высокооплачиваемых, где можно будет сидеть в Кыргызстане и работать, потому что первый, во второй день, когда я здесь был, я на Uber катался, попался кыргыз, кыргыз меня подвозил, и в ходе разговора, в даунтаун оставлял, я понял, что он очень-очень интеллигентный, очень образованный, хорошее знание английского языка. И поговорив с ним, я понимаю, что он уже здесь 7 или 8 месяцев. Где-то в месяц у него получается копить то ли $1500, то ли $1000. И мне стало очень странно. Само собой, да? Не хочу никого обидеть. Субъективное мое личное мнение, что если у тебя есть английский, если у тебя голова на месте, в Америку приезжать смысла нету. Можно сидеть дома и работать. И само собой, да, сейчас в Кыргызстане тяжеловато чуть-чуть. Политическая обстановка, экономическая обстановка, но вот это и есть, для чего мы делаем ассоциацию. Чтобы создавать, вот как наша цель к 2028 году, чтобы центральный азиатский хаб был Кыргызстан и более 5000 мест. К этому мы потихонечку идем. Само собой, из основной цели, потом уже по цели. По цели много. По цели много, да. По цели на самом деле много. Часто проводится. Вообще, наверное, сейчас многие смотрят и думают, о чем, какая ассоциация? Ребята, есть Кыргызско-американская ассоциация по развитию услуг логистики. На английском это будет CADLS, правильно? Да. KAADLS. Вы можете зайти в наш телеграм-канал, присоединиться. Там очень многие ребята в сфере логистики как раз общаются между собой и делятся новостями. Мы обязательно добавим ссылку, где вы можете присоединиться к этому каналу. Вообще, наверное, пойдем немножко назад. В 2014-2015 году мы начали открывать бэк-офисы в Кыргызстане, бэк-офисы для траковых компаний. То есть американская траковая компания, которая работает здесь. Я еще раз подчеркну и, наверное, похвалюсь тем, что мы были одними из первыми предыдущих компаний, которые открыли вообще этот офис в Кыргызстане. То есть мы наняли своих ребят, хороших ребят в Кыргызстане, они работали и работают по ночам, и работают на разных должностях, да, диспетчера, апдейты, логбук, сейфти, то есть огромное количество, аккаунтинг, то есть все те задачи и те позиции, которые есть здесь, мы привезли в Кыргызстан. Две цели, почему мы везем в Кыргызстан, конечно же, это создание рабочих мест в Кыргызстане для наших ребят, у которых есть английский, но нет возможности выехать сюда или просто нет желания. И второе, это, что греха таить, мы в любом случае мы тоже экономим деньги, это распределение правильных средств, то есть сотрудники в Кыргызстане обходятся местным компаниям в разы дешевле. Это был такой классный момент, когда мы могли 2 зайца убить одновременно. С тех пор наше сообщество ребят, которые работают в тракинге и живут в Кыргызстане. Бобр, сколько примерно у нас человек есть, которые работают в тракинге? 1000 плюс. 1000 плюс, да? То есть от 1000 и больше молодых ребят, которые находятся сейчас в Кыргызстане, а это чаще всего Бишкек и Ош, опять же, только потому что интернет стабильный, свет более-менее стабильный и так далее, они работают на американские компании. Иногда эти компании, в большинстве своем, это наши компании, да, то есть владельцы которых являются наши соотечественники. Ну и есть куча ребят, которые работают на узбекские компании, на украинские, американские, русские и так далее. И вот в связи с тем, что в 2020-2021 году был нереальный бум везде. Это была просто золотая эра. Огромное количество людей появилось, которые обучали ребят диспетчингу, обучали ребят индустрии, продавали свои курсы и обещали хорошую зарплату. Это, в принципе, у нас было полгода, год, два.
Но в какой-то момент вот у нас Бабур, я, многие другие ребята, мы заметили, что немножко все пошло в другую сторону, верно? Ребятам начали просто, грубо говоря, обещать какие-то цифры, которых уже давным-давно нету. И более того, к сожалению, находились те компании, которые обманным путем не давали заработанные деньги нашим же соотечественникам. И именно поэтому вот Бабур, когда обратился и сказал, что вот такая идея есть, мы несколько компаний мы поддержали, потому что мы хотим, чтобы все было честно и в первую очередь все было справедливо по отношению ко всем, к траковым компаниям, к сотрудникам и так далее. Сейчас сколько компаний находится в ассоциации? На данный момент 8 компаний находятся в ассоциации, примерно плюс-минус также 1000 траков. До конца года, потому что он же, как вы знаете, как зрители-то не знают, у нас мы, когда annual план делали, мы сделали так, что у нас есть какой-то лимит, 8 компаний, работаем с ними, делаем имя, набираем еще новые компании. По приезду в Кыргызстан мы будем брать уже очень много компаний, которые сами хотят, и есть компании, которых мы сами будем звать от мала до велика. Будем звать мы компании все, которые работают в логистике, у которых есть бэк-офис, если даже не диспетч, может, сейфти, может, флит в Кыргызстане. И сейчас, наверное, на данный момент, как я уже сказал, 8 компаний. К концу года мы ожидаем суммарно, что будет 15 компаний. К концу года 15 компаний. К концу следующего года все компании. Само собой, отбор будет компаний. Мы будем брать компании, только которые trustworthy будут, и честные. И ассоциация будет, не хотел бы говорить каким-то регулятором выступать, но ассоциация будет как социум объединяющий. И если будут какие-то проблемы с овнером, с диспетчером, с трак-драйвером, и мы будем, наверное, совместно, консолидированно такие проблемы решать. То есть это такой контроль качества? Да, контроль качества. Вот кто-то может, наверное, спросить, а как так в ассоциации всего лишь 8 компаний? Наверное, стоит подчеркнуть то, что нету цели набрать все компании и просто ради количества. Цель обеспечить справедливость и честность между членами ассоциации. У нас были случаи, когда какие-то компании хотели войти, но мы коллективно решили то, что сейчас не время, и это как раз и послужило, наверное, еще большим интересом к ассоциации, когда люди поняли то, что мы направо-налево всех не пускаем и хотим, чтобы все соответствовали определенному стандарту качества, а именно выплачивали все вовремя своим сотрудникам, не обманывали, не обещали, чего не существует, ну и в целом приносили какую-то пользу ассоциации тоже, потому что, опять же, это non-profit ассоциация, с которой, честно говоря, мы все вкладываем свои средства, свою энергию, свои деньги, и за последний вот год, наверное, Бабур, я вам, наверное, предоставлю слово рассказать, какие соглашения или каких высот ассоциация добилась, какие-то новые мероприятия, какие-то семинары, какие-то ярмарки, вот все, что происходило, расскажите, пожалуйста, со своих уст. За последний год это очень много чего надо будет рассказывать. Ну, во-первых, члены ассоциации проводят мероприятия для зрителей, опять же, Тимур-то знает. Члены ассоциации проводят мероприятия ежемесячно, каждое воскресенье. Каждое воскресенье, последнее воскресенье месяца для новых ребят. Для тех, кто услышал про тракинг, для тех, кто... У кого-то, может, кто-то работает уже из друзей, может, он сам диспетчер новенький. Мы проводим для них мероприятия такого рода introduction, где ребята узнают больше, где профессионалы, которые уже 3-4 года работают, они могут поделиться тем, что они знают. Они могут рассказать то, что они знают раз в месяц. Кроме этого, мы проводили это уже в прошлом году, да, будет большое мероприятие, также, где мы звали государственных наших чиновников, где мы рассказывали про перспективы аутсорсинга в Кыргызстане, где мы свой план показали, что мы собираемся делать. Также много чего. Например, ярмарка. Да? Последняя ярмарка прошла, очень успешно прошла, ребята большие молодцы, более 150 участников было на ярмарке. Ярмарки, вакансии проводятся для того, чтобы, в первую очередь, конечно, опять же, это показать, что это такое. Людям же всегда интересно. И второе, многие компании набрали себе по несколько сотрудников сразу же, там же.
Ассоциация. Ассоциация работает напрямую с Национальным агентством инвестиций у нас в Кыргызстане, потому что Национальное агентство, оно также, основная суть, наверное, агентства в том, чтобы оно привлекало инвестиции. А мы, как ассоциация, мы открываем новые рабочие места в Кыргызстане. И как одна из подцелей, про которую я не сказал, мы хотим в будущем постараться привести большую компанию американскую, потому что, как вы, наверное, знаете, время разницы, time difference между Кыргызстаном и Америкой. Вообще Кыргызстан и США, они, если так посмотреть, в двух частях Земли находятся. Они ровно... Полярные. Да, полярные. И очень хорошо было бы after hours открывать у нас, потому что мы в единой зоне с Индией, где сейчас основные after hours, где весь аутсорсинг там. И учитывая, что у наших ребят акцент поменьше, ну и от индусов, наверное, чуть устали здесь, при всем уважении к индусам с их акцентом, очень много скамеров индусов, многие жалуются, ребята. А у нас в Кыргызстане молодежь умная, прогрессивная, знает хорошо английский, этикет общения у нас есть хороший, потому что воспитание как-никак. И если у нас получится, на что мы верим и надеемся, привести какую-то первоначальную компанию, то Нацагентство инвестиций поддержит. Отлично, отлично, супер. Ну, как раз вот вы рассказали про про часть проектов, которые ассоциация уже выполнила, про ярмарку, которая, как вы сказали, очень хорошо прошла, большое количество людей, то есть уже коннект такой был между компаниями определенными, между ребятами, которые не были в трекинге, соединили, они, то есть увидели то, что у нас есть потенциал, пришли и устроились на работу. Плюс, как просто немножко разверну ответ, каждый месяц одна компания из нашей ассоциации проводит мероприятие, где все это делается для людей извне, все это делается для того, чтобы дать возможности. То есть мы сидим и рассказываем на местах, как войти в этот рынок, какие плюсы, какие минусы, какие подводные камни есть и как их избежать. Это все дается бесплатно, это все дается, как говорится, от души, для того, чтобы люди не совершали одни и те же ошибки. И одна из самых важных ролей ассоциации, в принципе, любой, это нетворкинг. Как раз вот в самом начале этого интервью мы говорили про тот семинар в Юте, на котором мы были, и на самом деле ассоциация Cuddles делает то же самое, может быть, на данный момент чуть меньше размером, но как раз это и есть нетворкинг. Это то место, где могут люди прийти, познакомиться с определенными лидерами в траковой индустрии среди наших соотечественников и даже спросить, как начать бизнес или какие есть подводные камни. Потому что многие знают, что скамеров много, начинают кому-то верить, начинают по каким-то видео открывать компании или открывать какие-то услуги и прогорают. Или их кидают, или они не зарабатывают так, сколько они планировали. Так вот, ассоциация, наверное, это единственное место, где в Кыргызстане сейчас, где по трекингу все могут получить бесплатно ответ от А до Я, основываясь на нашем опыте, на данный момент 8 компаний. Причем, когда мы говорим 8 компаний, чтобы вы не путались, эти 8 компаний держат, наверное, большую часть тракового рынка в США. И есть еще куча компаний, которые, как уже Бабур отметил, в этом году присоединится и принесет свой тоже вклад, своих знаний и своих коннекшенов. Более того, хотел бы, наверное, еще ремарку сделать то, что даже в США, вот наша ассоциация, вот наша компания iTeam, мы проводим тоже большие семинары, где как раз и зовем наших ребят, кто здесь катаются на траках, держит компании, которые планируют открыть компанию. И то же самое проводим мы здесь. Это абсолютно все бесплатно, люди приходят, делятся опытом, берут какие-то контакты, делятся нетворкингом и развиваются. В конце концов, нам всем будет плюс от того, что у нас в Кыргызстане будут тысячи и тысячи рабочих мест, которые могут работать, получается, почти 24/7, правильно? Да, будет сопровождение полное 24/7. И главное, наверное, не забывать, что не просто рабочие места, а высокооплачиваемые рабочие места. Сейчас это очень важно. И что в случае, если у нас все получится, на что мы верим, к чему мы идем, мне кажется, отток очень-очень-очень сильно уменьшится, отток молодых ребят. И молодые будет ребята, надежда где-то заработать. Молодые ребята, это же будущее нашей нации. И опять же, находясь здесь, я вижу вот это все, и это чуть-чуть удручает, оказывается.
Потому что умные ребята должны оставаться и развивать свою страну. А для этого страна должна создавать новые рабочие места. Если страна это не может, то народ должен объединиться и постараться сделать это. Отлично. Как раз нам... мы много раз показали нашу возможность, именно про народ говорю, возможность объединиться, сплотиться и выйти в плюс. Это во время и ковида было, во время каких-то событий на границе у нас было. Каждый раз, когда у нас какие-то большие проблемы, где государство не может помочь или не успевает помочь, мы, как большое общество, начиная с ребят, которые живут в Кыргызстане, и заканчивая всеми ребятами, которые живут вне Кыргызстана, мы все вместе идем и добиваемся одной цели. Здесь я полностью с вами согласен. Но когда мы... Теперь кто-то, наверное, сказал, зарабатывать хорошо, давайте поговорим, сколько... Опять же, точные цифры мы, конечно, говорить не можем и не знаем эти точные цифры, но иногда мы проводим опросы у себя в Телеграме. Какие средние доходы у ребят? Вот давайте начнем, наверное, всем интересно сразу диспетч. Опять же, кто-то чуть больше будет зарабатывать, кто-то меньше, но вот среднее. Сколько сейчас зарабатывает диспетчер в месяц в Кыргызстане? Интересный вопрос. Тяжело сказать, конечно, среднее, потому что цены варьируются. Все зависит от опыта и от количества траков. Ну, если прям максимальное среднее брать от самого маленького, самое маленькое это у нас сколько? Первоначально, диспетчер, наверное, $400-500, самое маленькое. Самое, где тренинг, да, стажер получается? Да. И самое большое 4000, следовательно... В месяц. 1002, да. 1500, потому что все ребята, которые получают больше 2500, это их по пальцам можно пересчитать. Да, их сейчас можно по пальцам посчитать. Да, а так в среднем, да, 1500 может быть. 1500, отлично. Я, в принципе, тоже где-то 1500 это средняя зарплата диспетчеров сейчас на рынке. И для тех, кто входит в рынок диспетчерства в Кыргызстане, хотелось бы тоже отметить то, что... рынок трекинга, как и любой другой рынок, имеет свои качели, вверх и вниз, то есть вам не врали, то, что 2 года назад диспетчера зарабатывали 4, 5, а то и 6 тысяч, я сам своим диспетчерам переводил зарплату и такой думаю, надо было в Кыргызстане оставаться. Но это не означает, что такого не будет. Но Одно, наверное, стоит не забывать, то, что с какими ожиданиями вы идете в этот маркет, и то, что не все это сразу. Даже те ребята, которые зарабатывают 1500 сейчас, это как минимум, от 6 месяцев и больше опыта, правильно? Кто сейчас 1500 зарабатывает, мне кажется, даже не 6 месяцев, даже годик. Даже, да, год и больше. То есть, чтобы люди понимали, это не машинальная работа, где просто кликаешь кнопки, там есть огромное количество, мы сейчас здесь застрянем на несколько часов, если будем обсуждать, но факт в том, что эти цифры реальные, если вы хотите их добиться, то немножко терпения, немножко труда, если у вас какие-то вопросы есть, опять же, присоединяйтесь в наши телеграм-группы, приходите на наши мероприятия ассоциации Кадлс в Бишкеке и будете набираться опыта, что поможет вам стать гораздо более высокооплачиваемым диспетчером. Хорошо, вот это диспетчера. Вторые, больше всего у нас ребят еще, номер 2, наверное, делят у нас логбук и апдейт. Логбук, наверное, больше, но давайте поговорим, если про диспетчерство, про апдейт. Апдейт — это те ребята, которые на подмоге, правильно? Те ребята, которые дают, которые общаются с брокерами или с водителями чаще всего. Сколько они зарабатывают сейчас? Средний апдейтер сейчас получает $500, наверное, долларов. $500? $500, да. Но апдейт... Есть 2 вида апдейта, как я понял. Некоторые ребята под словом апдейт понимают, что это какая-то ступень к диспетчерству. Но если брать целостно, апдейт совсем другое. Совсем оно... Я бы не сказал, что это что-то абстрактное, но оно отделяется. Потому что апдейтер занимается кучей мелких дел, а диспетчер занимается одним большим делом. Но человек, который работает апдейтером в течение полугода, он может очень легко стать первоначально диспетчером стандартным. Есть апдейтера, которые получают 1500. Я недавно это услышал, да. И я удивился, буквально 2-3 дня назад я услышал. Точнее, даже не то, что получает, запрашивают. Запрашивают. Да, надо так, да. Надо, наверное, уточнять. Запрашивают 1500, потому что слышали даже где-то раньше. Может быть, я просто не понимаю, сколько надо траков апдейтить, чтобы получать 1500. Но апдейтер в среднем, да, получает сейчас 500. На рынке Compatible, наверное, 700. Прям 500, сильные 500, ребята. 700. Отлично.
И эти цифры, опять же, это живые цифры, которые мы видим от участников нашей ассоциации, от наших коллег. Вот мы в нашей же компании в IT, у нас 350 траковых компаний обслуживаются, и цены, в принципе, везде одни и те же, то есть, чтобы мы понимали. Если... И, кстати, мы, наверное, должны и упомянуть то, что такая маленькая микроцель была как раз и урегулирование цен и демпинг в Кыргызстане тоже. Потому что в какое-то время, когда маркет был хороший, некоторые компании начали просто переманивать себе сотрудников с других компаний, обещая им повыше зарплату. Они давали повыше зарплату, но это как раз и ломает весь момент аутсорса. Зачем нанимать сотрудников в Кыргызстане за энную сумму, когда за эту же сумму можно нанять здесь. И поэтому мы как раз и хотели, чтобы был смысл для существования нашего сегмента тоже. Потому что если все сейчас будут брать ту же сумму зарплаты, как и берут здесь, то, по сути, потихоньку наши аутсорс-офисы и закроются, потому что особого смысла не будет. Как раз мы об этом и говорили. Окей, хорошо, то есть это апдейт. Здесь, наверное, надо будет маленькую ремарочку такую сделать. Суть ассоциации даже не в регулировании либо пампинга, либо демпинга цен. И, пользуясь случаем, хотелось бы сказать многим диспетчерам, есть компании, которые могут предложить 3, а то и 4. Сейчас, в наше время, в тяжелое время для тракинга, диспетчер должен понимать, что я как со стороны диспетчера, да, я не владелец траковой компании, я просто вижу всю картину и хотел бы поделиться тем, что если есть компании, которые предлагают баснословные проценты, это та компания, которая скоро закроется. Сейчас то время, общаясь с авнерами особенно, я это понял, что зачастую бывает так, что компании держатся только на кредитах. И либо если даже иногда в ноль выходят, а если имеют гроз, то он очень маленький, имею в виду профит. И если есть какая-то маленькая компания, которая предлагает вам 3, а то и 4%, то вы можете смело быть уверены, что эта компания в течение 3-4 месяцев закроется. В условиях нынешнего рынка это нереально. И средняя цена, средний процент, наверное, percentage по Бишкеку, по Ашу, он похож. В Бишкеке, кстати, это та сфера, где и в Бишкеке ваши сильные ребята. Я бы даже, может, ваши сильнее ребята, я бы сказал. И сейчас средний процент диспетчеров, которые получают, это 1% или 1,5%. 1-1,5%. Да. 1-1,5%. Я встречался здесь с компаниями, это один из членов нашей компании, который говорит, что у него есть ребята здесь, в Чикаго, которые работают на 1,8%. Да. Здесь, в Чикаго. И в случае, если цена сильно запампится в Бишкеке, то местные компании, у нас в ассоциации не только кыргызстанские компании, есть и другие компании, которые открыли аутсорс в Кыргызстане, они говорят, если в моменте цена запампится, мне лучше иметь своего сотрудника у меня в офисе, платить ему, может быть, даже и меньше, точно так, полностью чем там. И из-за этого, наверное, одна из, как вы, Тимур, уже сказали, целей ассоциации — регулирование цен. Не сильно низко, не сильно завышено, чтобы справедливо все было, да. Полностью поддерживаю. Даже вот в моей траковой компании One Usual Carriers бывает, подают на позицию диспетчера, начинаешь общаться, спрашиваешь, они хотят, для начала 3. Я говорю, для начала чего? Для начала 3, а потом посмотрим. И в это же время открываешь доску объявлений здесь, в Чикаго, ребята с опытом, с хорошим английским, с сознанием местного рынка, они хоть трак в жизни видели, хоть трогали трак и знают, из чего он состоит. И они работают, как Бабур уже сказал, 1,8, 2, 2,5%. И сидишь и думаешь, тогда зачем мне нанимать там, когда здесь, по крайней мере, под моим контролем. Абсолютно полностью согласен. Ну, окей, с диспетчером разобрались, с апдейтером разобрались, и огромное все-таки количество ребят работает они называют это safety, но на самом деле это просто, не просто, это логбук. И там, наверное, у обоих будет одинаковое количество информации. Сколько ребята получают? Новички, наверное, тоже, да? Начиная где-то с 400, да? В логбуке новички с 300, с 400, да. Если новички прям учатся, которые... Логбук тоже совершенно другая сфера. А для тех, кто не в тракинге, вы должны понимать, что
Логбук, вообще логбук, стоит ли обсуждать, чем занимается логбук? Логбук, кто-то может знать, да. Да, логбук, диспетчер, он тот человек, который берет грузы, апдейтер, который сопровождает этот груз. Логбук — это тот человек, который помогает работе со временем. Угу. Создает условия, помогает водителю, да? Чтобы у него работа так flawless пошла. Ну, я к чему просто это затронул, потому что мы недавно, я делал опрос в нашем телеграм-канале, сколько получают ребята в отделе логбук, и цены просто так сильно разнились, потом я просто понял, что люди или прикалывались, или просто не поняли вопроса. Логбук из всех этих работ, из всех этих позиций, сразу такую галочку поставлю туда, что она самая стабильная и самая меньше нервов, наверное, уходит все-таки на логбуки. Поэтому ребята, которые занимаются сейфти логбуком, они гораздо больше этим занимаются, чем те же диспетчера. Я диспетчером был в свое время недолго, и это очень тяжелая работа, прям респект каждому диспетчеру, вы прям, ребята, молодцы, это очень трудоемкая работа, и вы заслуженно получаете все свои деньги, дай бог это будет все больше и больше. Но не всем подходит логбук, не всем подходит диспетч, то есть каждый выбирает что-то для себя. Если вы хотите что-то более спокойное и работу более стабильную в плане того, что каждый день одни и те же таски, нет каких-то качелей, то есть такие вакансии у нас в Кыргызстане, как и логбук, как и сейфти, как и аккаунтинг, то есть каждый сможет себя найти. И как раз цель ассоциации – помочь найти. И не говорим то, что всем это подойдет, потому что из минусов работа ночная. Да, самый головной минус, да. Работа ночная, и многие думают, что это легко. Ну, пока ты молодой, наверное, это легко, но с возрастом по-любому это дается. И тяжело работать вот, допустим, в нашей компании офис открыт с 7 вечера до 4 утра. У вас то же самое примерно, да? У вас 24 часа. 24 на 7, да. В принципе, у нас 24 на 7 тоже, но основной шифт у нас в любом случае, так как мы работаем с американским рынком, все равно основной шифт у нас работает ночью. И, наверное, это самое большое неудобство того, что работа ночная, именно отсюда идет оплата труда чуть повыше, чем средняя заработная плата в Кыргызстане. Есть плюсы, есть свои минусы. Так, по зарплатам и по вакансиям мы обсудили. Вот теперь, наверное, хотелось бы узнать. Мне, честно, даже самому интересно, какие у нас сложности есть для наших ребят, которые только начинают? Кроме времени, кроме языка, какие еще сложности? Может, мало обучения, может, мало компаний, которые берут новеньких, или, может, инфраструктура? Вот что тяжелого, вернее, где мы можем улучшить условия для того, чтобы принять еще больше ребят на работу? Тогда надо начинать, наверное, я чуть отойду от темы. Начинать с того, что вы, наверное, заметили, в группе в Телеграме очень много людей, кто ищет ребят. И очень много ребят, которые ищут работу. Единственная разница в опыте. Мне кажется, на данный момент новые ребята, которые приходят на работу, устраиваются. Они должны понимать, что работа диспетчера, как Тимур уже сказал, она нелегкая. Она очень нелегкая, она энергозатратная, она нервная. И человек, который новенький приходит на эту работу, он должен понимать, что сразу он сядет, и через месяц ему тысячами долларов никто платить не будет. Бывали случаи, когда ребята 2-3 месяца работали, только стажировку проходили и увольнялись, потому что они не выдерживали этот бешеный ритм, эти нервы. И в связи с этим, наверное, надо понимать, отсюда и вот этот гэп выходит. Между то, что все хотят взять опытного, никто не хочет обучать. Но ребята могли бы... Всегда есть компании, любая, и наша, и ваша. Если человек видит, работодатель, что работник, он старается, он всегда может найти эту работу. Более того, у нас вообще на работу, мы, помните, в Азаттыке делали про ассоциацию, они снимали видео, и к нам пришел парень, он нашел нас, я просто просил не давать контакты, чтобы все официально находили. Был молодой человек, который, оказывается, пришел в офис Азаттыка, а Азаттык был закрыт. Он до утра ждал, потом пришла девушка, имею в виду журналист. Он через охранника попросил поговорить с ней, он прям ее нашел, попросил, сказал так-то, так-то. Мне нужны контакты этой ассоциации, хотя контакты были. Открытые. Ну вот. И
Сам пришел, он сейчас у нас работает, парень. До этого он работал официантом, и весь его круг общения были официанты. Он очень сильный парень. Если он посмотрит, привет тебе. Очень сильный парень, буквально сколько, полгода. Сейчас он уже хорошо зарабатывает. И таких ребят очень много. Из-за этого все, кто новенькие заходят в эту работу, они, наверное, не должны ожидать сразу чего-то большого. Но со временем, да, все будет. А на данный момент, мне кажется, надо создавать новые рабочие места. Надо стараться улучшать качество, которое мы предоставляем. Оно, само собой, конкурентоспособное сейчас, но есть еще куда расти. И если мы с членами ассоциации это будем делать, и если будет такое, что Кыргызстан будет ассоциироваться именно с качественным аутсорсингом, то даже многие наши соотечественники полностью будут открывать свои. Сейчас среди наших даже членов есть компании, у которых там в Кыргызстане 50 диспетчеров, здесь в Чикаго 20. И если мы capacity профессиональных сотрудников увеличим, то, следовательно, количество рабочих мест тоже возрастет. И опять же, наша мечта, чтобы найти какую-то американскую компанию, это вот такая большая мечта для автораурса в Кыргызстане. И если для начала хотя бы одна компания, хотя бы 20 рабочих мест создаст, мы с членами ассоциации сделаем все возможное для того, чтобы идеальные условия для них составить. Кстати, есть парк высоких технологий, где налоговые преференции для всех, даже для иностранцев. И мне кажется, в случае, если мы первый рывок такой-то сделаем, у нас получится привлекать больше американских компаний уже на рынок Кыргызстана, что, следовательно, само собой принесет новые рабочие места. Новые рабочие места, новые инвестиции. Круто. Я, наверное, здесь как раз мы говорили про гэп между работодателем и работником, который ищет работу. Наверное, здесь такой маленький совет или даже просьба, наверное, и к той, и к другой стороне, к работодателям, как мы уже здесь отметили, все-таки давать возможность нашей молодежи. Все начинали с нуля. Мы в своей компании очень часто набираем людей просто с нуля. Я не говорю, что мы направо-налево всех берем, но если мы видим, как Бобруйский сказал, потенциал, если у человека есть потенциал, если мы действительно видим то, что из него выйдет в будущем хороший лидер или хороший менеджер, или да и просто хороший сотрудник, мы не упустим, потому что тяжело найти хорошую команду, тяжело найти хороших сотрудников, и то есть мы держаться будем. Поэтому хотелось бы обратиться к компаниям, которые нанимают в Кыргызстане, откройте немножко, чуть шире кругозор и дайте шанс многим ребятам и спросите, что они готовы сделать в плане, что они могут принести вам. И то же самое в это же время я, наверное, ребятам скажу новым, которые ищут работу. Все мы начинали с нуля, дайте что-нибудь компании, дайте что-нибудь для компании, чтобы она могла увидеть в вас ценность. Мы частенько видим ребят, которые приходят с нулевым опытом и начинает требовать какие-то условия, я столько-то часов работаю, мне столько-то зарплаты, делайте то и так далее. И сразу же, как у любого работодателя, отпадает желание. Думаешь, я тебе шанс даю, еще и ты, грубо говоря, здесь ставишь условия. Но когда мы видим, мы даже видим в группе, в этой же телеграм-группе, мы видим ребят, которые говорят, я готов проработать 3 месяца бесплатно, просто научите меня. Я готов, у меня есть знания там-то, там-то, я готов по вечерам сам учиться, и я вам принесу пользу и так далее. Чаще всего, даже у меня если позиции нету, я говорю менеджерам, созвоните с ним и спросите, что он, где он, и мы такого на работу возьмем, потому что это работает в обе стороны. Не бывает такого, что работодатели всегда пользуются работниками, и не бывает так, что работники пользуются работодателями. Это работает в обе стороны, поэтому хотелось бы для общей цели, не только для ассоциации, вообще для общей цели наших ребят в Кыргызстане, чтобы мы могли все вместе создавать что-то новое и продвигаться, как это делают многие в IT-секторе, да, у нас, оказывается, огромное количество ребят есть, которые понаоткрывали мини-школы, большие школы, обучение, и они тоже там везде начинают с нуля, но, по крайней мере, там, наверное, такое, так как это работаешь сам на себя, там у них желание немножко побольше. Но я перебью, наверное, про обучение. Про обучение, Я вообще, оказывается, забыл сказать про обучение у нас. Очень много компаний, оказывается, которые сейчас обучают, очень много компаний, которые сами толком не в траковом бизнесе, и обучают, и берут за это там баснословные деньги. Совет всем новичкам, если вы хотите научиться диспетчингу, все, что вам даст обучалка, условно обучалка, курсы,
Вы все эти курсы можете найти на YouTube. Если у вас есть, как Тимур вы сказали, желание, упорство, курсы вам не нужны, вы можете сами на YouTube все посмотреть, там, месяца более чем достаточно, потом с этим же энтузиазмом прийти в компанию, вас в любую компанию возьмут. Так что, ну, это не в обиду курсам, кто занимается курсом, да, само собой. Вы тоже молодцы, делаете свой бизнес. Но я к тому, что всему можно научиться самому. Всему. Согласен, да. Поэтому возможностей огромное количество. И еще раз, многие ребята даже пришли. Вот к вопросу, вернее, к теме про официанта. Просто я сейчас вспомнил сразу про одного парня, который работает у нас, тоже пришел с общепита, пришел. Во-первых, он удивился, а я удивился его удивлению. Он говорит, я не думал, что у нас в Кыргызстане есть компании, которые так тесно работают с американским рынком, где все на английском, где прям все compliance и так далее, свои правила, аудиты. Он говорит, я пришел с мира, общепита, грубо говоря, то есть он, по-моему, поваром был, и он говорит, что, небо и земля. Он говорит, я как будто, чуть ли, с его слов, чуть ли не на Уолл-стрит попал. И именно, наверное, для этого мы и проводим все вот эти ежемесячные мероприятия, где мы, наоборот, хотим приоткрыть двери и сказать, что, ребят, это прямо вот здесь. Вложи свое время, вложи свою энергию и начни зарабатывать деньги. Может, это, опять же, не сразу большие деньги, но плюсов много. Подтяните английский, подтяните компьютерные навыки, подтяните коммуникационные навыки, то есть сделайте какой-то нетворкинг, познакомитесь с другими людьми. Поэтому плюсов все-таки очень много. Ну и узнаете, как бизнес строится в Америке. Мне кажется, это очень важно, потому что это кардинальное отличие кыргызского бизнеса и американского бизнеса. В траке, если есть точка А, надо завести в точку Б груз, скорее всего, это один и тот же человек, один все сделает. В Америке есть диспетчер, есть брокер, есть факторинг, есть аккаунтинг, есть по дороге FMCSA. Грубо, американский бизнес, он такой диверсифицированный, и работы хватает всем. Если в Кыргызстане, мне кажется, вот это основное отличие того, как мы делаем бизнес. Если в Кыргызстане люди поймут, что, как мне вчера сказали, от общего к частному, то это намного больше принесет пользы. Я полностью согласен. И, наверное, сейчас как раз к этому я добавлю только одну вещь. У меня в голове прям сразу закрутилось. Пожалуйста, владельцы траковых компаний, владельцы каких-то больших бизнесов в Кыргызстане, в частности, о траковых мы говорим, поэтому обращение к ним. Не жмотьтесь, пожалуйста, и делегируйте. Я к тому, что у меня есть огромное количество клиентов, которые, как раз, как Бабур говорит, я сам и диспетчер, я сам и водитель, я сам и аккаунтинг, я сам и сейфти. И для кого-то это работает, это круто, но когда ты планируешь расти и планируешь что-то хорошее сделать, если у тебя это в планах есть, то я уверен, что да, вы, может быть, заплатите $300 в месяц для нового сотрудника, который будет за вас какие-то бумажки сейчас делать, но это вы покупаете за $300 не сотрудника себе, то есть это вам не расход в карман, а наоборот, этот сотрудник высвобождает вам время и энергию для того, чтобы вы растили свой бизнес еще дальше. И, соответственно, если все-таки большое количество наших владельцев бизнеса будет подходить к этому именно вот так, то что я набираю сотрудников и делегирую, это не означает то, что из моего кармана уходит деньги, которые я мог себе в карман положить. Смотрите это с другой стороны, то, что вы создаете рабочие места, второе, вы освобождаете свое время от каких-то текучих дел и храните энергию для того, чтобы сделать что-то большое. И третье, в долгосрок, чем больше ваш бизнес будет расти, сразу же тем больше рабочих мест вы будете создавать. То есть это такая очень легкая, вроде бы логичная система, но очень многие, особенно в тяжелое время сейчас, понятное дело, хотят экономить на всем. Как раз есть много консалтинговых и аутсорс-компаний, опять же, не то, что я рекламирую свою компанию, но есть много выходов, как из этой ситуации выйти. И если каждый будет просто себе в карман все свои знания, все свои деньги, все свои ресурсы, то мы никогда как общество не вырастем. Поэтому еще раз обращение ко многим траковым компаниям у нас в Кыргызстане. Вместо того, чтобы распыляться на другие регионы, на то, чтобы делать все самим, дайте шанс нашей классной молодежи, которая часть приехала с России после событий, часть приехала с Турции после того, как там наполнили иммигрантами. То есть у нас как никогда огромное количество умных ребят, которые нуждаются в помощи, и не только от государства, а от нас, от всех, как от общества. Поэтому об этом тоже не стоит забывать. Мы, к сожалению, не смогли поехать на семинар вместе, да, у нас в Тампе был огромный брокер-керриер семинар, на который
Я поеду уже завтра, и мы как раз с Бабуром хотели присутствовать, но в силу некоторых обстоятельств у нас не получилось. Но, наверное, немножко расскажем про планы ассоциации по обмену опыта. Да? Расскажите немножко про обмен опытом между Кыргызстаном и США. Какие у нас планы есть, дай бог, вот на следующий год? Да, на следующий год наши планы. Мы планируем, пока что, само собой, как все мы делаем за свой счет, но мы планируем, может, написать проект для USAID, либо с государством что-то сделать смежное. Мы хотим из opinion лидеров в трекинге, кто здесь, провести в Бишкеке семинар большой для всех компаний. Мы постараемся позвать все компании, которые занимаются аутсорсингом в Кыргызстане. И не только траковые, может, мы и IT будем звать. Мы хотим напрямую их познакомить с местными брокерами, с ребятами, у которых есть свои компании, там, факторинговые компании, брокерские компании, и чуть-чуть поднять узнаваемость бренда Кыргызстана, потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы в Америке знали, что такое Кыргызстан. Чтобы работать с Кыргызстаном, надо, по крайней мере, какие-то понятия иметь. И если бы получится на долгосроке, как мы уже сказали, будем звать все компании, в основном все компании, если только не было каких-то жалоб на эти компании. Как мы уже 2 компании хотели войти, траковые, не в обиду, и мы их не смогли взять, потому что очень много диспетчеров, очень много водителей жаловалось на эти компании. Мы хотим своего рода социум создать в траковом бизнесе и в Кыргызстане, и здесь, в Америке, чтобы у компаний друг с другом был хороший нетворкинг. Кстати, мы планируем весной, в марте, боже мой, я забыл про это, во время Кудай Буйрса, во время Норуза, в кыргыз-комьюнити, когда он будет, мы хотим презентацию сделать, большую презентацию катлсовскую здесь, приехать с членами ассоциации. Потом мы хотим здесь по США пойти в гости друг к другу. Все компании, чтобы ходили в гости друг к другу, чтобы они общались. Само собой, многие компании и так общаются, но чтобы это было на постоянной основе. В прошлом году, если вы помните, в этом году, в начале этого года была проблема с дабл брокериджем, и была проблема с одной из узбекских компаний, которая кинула многих. И это послужило тоже одной из причин создания ассоциации. Мы хотим сделать так, чтобы любые американские компании, будь то восточноевропейские компании, которые в трекинге, даже узбекские компании, они знали, что если они работают с компанией из Кыргызстана, которая является членом CATLS, то они могут полностью ей доверять, что это будет fully trustworthy company, которая просто делает максимально, что она может делать, с адекватными ценами, ценник, чтобы адекватный был, и самое главное, что не будет скамеров. Вот это, наверное, основное. Отлично. Такой значок качества, то, что эти компании не вчера открывшиеся, да. Эти компании, мы знаем эти компании, знаем владельцев и знаем то, что они были долго на рынке и сейчас в нормальном финансовом и структурном состоянии для того, чтобы дальше существовать. Кстати, я уверен, что будут спрашивать, вы говорите ассоциация, 8 компаний, давайте, наверное, перечислим наших коллег по ассоциации. Вы сказали 8 компаний. Я недавно только говорил на это, некоторые члены ассоциации попросили пока сильно не афишировать, потому что, да, некоторые, знаете, есть такие компании, которые очень много помогают и Кыргызстану, и они делают это без лишнего освещения. Они прям charity делают. Здесь помогают кыргыз-комьюнити. Но они предпочитают, чтобы... Не знаю, может, это в связи с тем, что они религиозные люди. Не хотят, чтобы их афишировали. Их право. Их право, да, полностью. Но лично от меня я бы сказал, что эти компании может быть, даже делают больше, чем те, кто афиширует. Да. Это такое есть. Но компании известные, очень известные. Из некоторых это IT-мовская компания, есть Globe Transportation, замечательная компания, есть Manas Express, и много компаний. Много наших общих ребят, где мы почти каждую неделю встречаемся, здесь как раз и обсуждаем. И к чему это просто говорил? О том, что
все-таки хочется... Мы-то в этой сфере давно, и мы знаем масштабы индустрии, мы знаем масштабы компаний, кто у нас в ассоциации, мы знаем, что мы можем сделать, и плюс все наши смежные проекты, которые мы, кроме трекинга, и реализуем. Просто хотелось, наверное, опять же, по просьбе каких-то определенных ребят мы назвать пока имена не будем, но посыл был в чем? Что мы, наверное, косвенно еще и затрагиваем тему вообще предпринимательства в США, потому что вот большинство траковых компаний, большинство членов ассоциации, мы занимаемся не только трекингом. То есть у нас есть еще много разных ответвлений в недвижимости, в общепите, в маркетинге, в контент-мейкинге. То есть у нас очень много разных ответвлений есть, и это, наверное, еще одна галочка будет для того, чтобы попробовать себя в траковой индустрии в Кыргызстане, потому что у вас откроются, наверное, какие-то еще большие двери для других проектов в США. У меня есть ребята, которые пришли работать у меня в траковой компании, а сейчас они занимаются совершенно другими делами, вплоть до наших выставок, да, в центре города, здесь, в Чикаго, вплоть до каких-то новых IT-проектов. То есть всегда есть выход на какие-то новые проекты, новые дела и новые направления. Круто. Тогда, наверное, в завершении, по крайней мере, этой серии подкаста по поводу ассоциации Cadless и вообще индустрии логистики в Кыргызстане, какие советы мы можем дать новичкам, которые смотрят? У нас сразу, многие, если не знают, у нас это сейчас около 35 тысяч подписчиков, и подавляющая большая часть это, конечно же, ребята с Кыргызстана. И вот мы стараемся, чтобы в каждом клипе, в каждом подкасте и в каждом ролике они находили для себя какую-то полезную вещь для галочки. Они такие, вот, теперь я сегодня новое узнал об этом. Мало того, что узнали про существование ассоциации, какие еще можно дать им советы, которые помогут им в достижении каких-то своих целей? Извиняюсь. Я, наверное, повторюсь, я уже говорил, это в первую очередь, мне кажется, большой плюс Кыргызстана в том, что мы билингвал, русский и кыргызский, сейчас уже три языка. Надо учить английский лишним не будет. Очень важно, наверное, хорошо знать английский. Будь то даже не для диспетчинга. И у нас, оказывается, такое есть, что старое поколение не хочет учить, потому что думают, тяжело это. Ну, я сказал бы обратно, потому что я недавно познакомился с человеком, здесь, кстати, который прилетел сюда, байкешки 50, почти 60, 57. Wow. 57. Он за полгода английский выучил. Очень хорошо выучил. Он ходил здесь, оказывается, есть какие-то курсы бесплатные. Выучил. И уровень жизни, мне кажется, очень сильно может поменяться со знанием английского. Это такая мелочь, но очень важная мелочь. От ассоциации, наверное, для того, чтобы, как я уже сказал, стать диспетчером, надо быть очень энтузиастом, таким сильным. Не авантюристом, само собой, но иметь желание. И работа диспетчинга, как бы она ужасно, грубо не звучала бы, она очень легкая. Если полюбить эту работу, она очень легко придет. Просто надо ждать, надо работать, и все постепенно. В диспетчинге нет такого, что есть диспетчер, который знает все, будь то он хоть 10 лет будет работать. Всегда что-то новое появляется. И очень из-за этого ребята, многие компании, которые они ищут тех диспетчеров, которые уже работают несколько лет. Потому что человек прошел через это, он что-то новое узнал для себя. И чем больше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. Отлично, супер. Классные советы, и особенно про то, что нужно учить английский, нужно учить какие-то новые навыки, мягкие навыки или твердые навыки, неважно, каждый для себя выберет. Но в любом случае, мой посыл, наверное, в дополнение к замечательным словам Бабура в том, что мы проводим большое количество все-таки интервью еженедельно. Многие ребята присылают резюме, и когда с ним общаешься, меня часто удивляет, кому-то сейчас, наверное, залетит прям камешком в огород, но меня удивляет, насколько много времени тратится впустую у многих наших соотечественников, особенно у молодежи. Да, разные времена, мы все любили и говорят, вот в наше время, но на самом деле сейчас
есть куча ресурсов. И когда говорят, вот, я на английские курсы ходил, я там тот же самый Duolingo играю, или там на курсы ходил. Вдобавок к этому, благо технологии есть, вдобавок к этому можно просто смотреть те же самые фильмы с субтитрами. Это того, чего не было 10 лет назад в общем доступе. Сейчас вы можете спокойно зайти у нас куча есть медиатек, где вы можете смотреть те же самые фильмы или мультфильмы на английском языке с субтитрами, что вы уже понимали, о чем говорится, и что вы начали понимать хотя бы разговорный язык. Потому что нам для того, чтобы работать здесь, нам не нужны какие-то экстра знания английского языка, и прям не нужно быть каким-то доктором наук, нужен обыкновенный американский сленг, который можно вполне выучить со всеми ресурсами, которые сейчас у нас есть. Да, мне кажется, еще это добавить можно было бы. Многие же в соцсетях сидят, многие ребята сидят в ТикТоке, в Инстаграме. Старайтесь подписываться на американцев, потому что очень легкий язык. И зачастую, когда ты листаешь, наверное, соцсеть, ты можешь посмотреть там, какой-то стендап посмотреть на английском, просто посмотреть какое-то видео на английском. Даже если ты его не понимаешь, потихонечку, эмоциями ты это будешь чувствовать. И, как вы уже сказали, да, для того, чтобы стать диспетчером, не надо иметь какой-то максимальный advanced уровень. Обычный уровень, брокера тоже не все знают очень хорошо английский, факторинг тоже не все. Ну, все как-то работают, потому что стандартный набор языка может выучить любой, используя какие-то соцсети, просто соцсети. Абсолютно. И просто я вам скажу одно. Мы с Бабуром и со многими другими ребятами мы знаем, сколько у нас есть просто крутецких проектов и ребят в Кыргызстане, которые хотят принести новые работы в Кыргызстан, новые рабочие места, будь то это логистика, будь то это IT, будь то это аутсорс, огромное количество разных моментов есть. И для того, чтобы мы все готовы были к этому, вот прям к молодежи, прям сейчас же, пожалуйста, поменяйте свои телефоны на английский язык, все свои компьютеры, айпады поменяйте на английский язык, старайтесь максимально внутри, даже каких-то ваши чаты в инстаграмах или в телеграмах общайтесь на английском языке. То есть, чем больше для вас это будет привычно, тем легче вам будет интегрироваться, когда эти возможности придут. А они придут. И мы видим то, что каждый год все больше открываются и аутсорс-компании, и все больше каких-то новых направлений, а особенно с ситуацией в России. Огромное количество компаний уехали из России, перелокацировались в Бишкек, и они тоже будут набирать из числа местных ребят, то есть будьте к этому готовы. Обидно будет через 2-3 года, когда у нас будет огромное количество и возможностей, обидно будет, если мы к этому не готовы будем. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментарии, какие вам еще были бы полезные видео или какие ресурсы есть. Тот же самый ваш лучший помощник будет ChatGPT, который даст просто абсолютно все, что вам нужно, и даже не нужно будет ничего учить. То есть используйте эти технологии не во вред, а во благо. Понятное дело, то, что очень легко зависнуть в соцсетях, особенно в Инстаграме и там в ТикТоке, но даже в Инстаграме и ТикТоке есть огромное количество контент-мейкеров, у которых есть очень полезные тейки, которые было бы хорошо принимать в своей обычной жизни. Старайтесь дома разговаривать на английском, старайтесь между друзьями общаться на английском. В этом ничего зазорного нету. Если раньше говорили, что ты там своим английским хвастаешься, в каждое предложение там английское слово вставляешь, то сейчас уже это пропало, потому что все понимают, что язык нужен. Вдобавок, конечно, учите китайский. Я вообще сам хочу китайский изучить. Но это уже следующий шаг. Так что, в любом случае, я думаю, вообще круто. Мы не думали буквально месяц назад с Бабуром, то, что мы будем сегодня вот такой сидеть в Чикаго, обсуждать Кадлс, обсуждать ассоциацию здесь. И вот видите, мы здесь. То есть посыл в том, что начните уже сейчас двигаться потихоньку к вашей цели, будь то это любая сфера, логистика или IT, или любая другая, но начните сейчас. И мы также будем со своей стороны, кто может, помогать нашему обществу со всех сторон. Так что вот так вот, Бабур, спасибо большое. Спасибо большое, что позвали. Всем зрителям удачи вам, удачи в ваших начинаниях. Как уже было сказано, старайтесь максимально окружить себя английским языком. Лишним это никогда не будет. Спасибо за приглашение. Хорошо. Было очень приятно. Спасибо большое.